большое, но шоу must go on, как говорится, я профессионал. Это меня преследует по жизни. Когда мама умерла, мы похоронили, в этот же день я улетел в Израиль, в этот же день у меня был концерт в Иерусалиме, очень символичное место, и я уже и зайку пел, и радовал народ. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены и работы, и народ должен ни о чем не подозревать. Ну, 93 года – это достаточно серьезный срок для того, чтобы прожить жизнь. Он жил ее достойно, он жил ее красиво, но я уже больше не ребенок. Все. Сегодня мы проводили в последний путь Бедрса Филипповича Киркорова. Ну, очень для нас это большая потеря. Он был членом Координационного совета, членом Общественного совета Национального конгресса татар, и был он в Совете Аксакалов в штабе татар Москвы. Он в нашей общественной жизни принимал участие 10 лет. И вот последние вот эти 6 лет, когда был Координационный совет, он, конечно, принимал участие очень активное, постоянно был у нас на встречах. Но единственным утешением, наверное, является то, что все-таки он родился человеком талантливым, необычным человеком, в разных профессиях себя пробовал. И все-таки он нашел себя, применил свой талант, свои старания, свое усердие. И он при жизни был признан, любим. Он с умилением нам рассказывал и гордился своим сыном, гордился своими внуками. Мы, когда уже несколько дней сейчас, когда это случилось, у нас сейчас идет священный месяц Ураза, мы каждый вечер ему читаем дуга, хотя он и не мусульманин. Как только захочется у нас Ураза, вот эти праздники, мы соберемся и организуем вечер памяти. И, конечно, подумаем, как его увековечить. Потому что вот это столько времени он был у нас, столько мы с ним общались, мы очень много были у него в гостях. И вот это вот мы вместе планировали еще тогда, когда за 3 года, за 4, как же будет у него юбилей. И вот настал юбилей. И в Кремлевский дворец мы собрались, наверное, где-то 350 человек, татары, башкиры, с удовольствием посетили его юбилей. Что касается его жизненных позиций, я могу со всей ответственностью сказать, у него была всегда центристская политика, Поэтому он был патриот своей страны, никакие какие-то влияния левые, там уклоны на него, его это не коснулось. Очень грустно будем его вспоминать. И также является нам утешением, у нас есть 15 фильмов, 15 длинных его интервью. Это обращение к молодежи, обращение к татарской нации, к тюркским народам. Вот, все свой жизненный опыт. Он много нам рассказывал про композиторов, про авторов песен, про поэтов того времени, потому что он знал их лично. И о каждом он нам рассказывал. Все это у нас есть в интервью на наших сайтах. В нашей памяти он останется светлым человеком, пусть земля будет пухом, и вспоминать всегда мы его будем. Все-таки Бедрс Киркоров человек-артист, да, и мы понимаем... Человек, который, как я уже сказала, силой своего слова, силой служения искусству сближал народы. Вот сейчас, смотрите, мы живем в эпоху, когда, кстати говоря, многие деятели культуры выступают за отмену культуры, за отмену других деятелей культуры. А он человек, который свою жизнь положил для того, чтобы сближать народы наших стран. Даже не сближать, а чтобы это была единая жизнь, единая судьба, коль скоро и России, и Болгарии столько исторически приходилось переживать. И помимо всего прочего, помимо его вклада вот в это сближение, ведь он же отстоял памятник Алёше. Я очень хорошо помню, как лично Бедрс Киркоров сердце положил на то, чтобы памятник Алёше в Болгарии отстоять, как он понимал общественность, как он звонил во все колокола. Он был на передовой тогда.
когда еще, знаете, многие не понимали, что это станет системой. Поэтому в этот день я не могла не прийти, вот буквально на коротке, но попрощаться лично с этим человеком. Честно говоря, не так часто пересекались с ним, но его вклад в то, что памятник Алёше в Болгарии стоит, неоценим. Спасибо вам большое. Спасибо. Печальный день для нас, для всех. Светлая ему память. Он останется в наших сердцах, в наших душах, как добрейший и светлейший души человек. Спасибо большое. Спасибо. Пожил хорошо, достойный мужчина. Да. Помните свою последнюю встречу? Ну да, у Филиппа дома. Да. Какой наследник? Рисунок дня рождения, да? Ну, Филиппа, мне кажется, и внуки, это разве не наследие? Вот. Главное наследие, мне кажется, это продолжение. Очень прощаемся с Бедросом. Уникальный человек, он прошел всю войну, ветеран войны, человек искусства. Мало, наверное, кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алёше в Пловдиве, в Болгарии. И он поднял общественность с тем, чтобы не дать этот памятник снести. Он поддерживал талантливых молодых людей. И, действительно, был уникальный человек. Поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться. Спасибо большое.